Давайте мы поднимемся на наши ноги, будем начинать наше собрание, прославим Господа, помолимся. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за это чудесное утро, за милость Твою, благодать к нам, за то, что мы могли прийти сюда своими ногами. И мы ожидаем, Господи, от Тебя. Мы просим Тебя, говори каждому, говори в наши сердца. Отдаем это собрание в Твои руки, ибо Ты глава этой церкви. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель. Мы смотрим на Тебя с надеждой и упованием. И ожидаем от Тебя водительства на сегодняшний день, на предстоящую неделю, вообще в нашей жизни постоянно. Господи, благодарим Тебя. Прими всю эту хвалу, которую мы приготовили для Тебя. И весь Божий народ сказал: аминь. Вся хвала,
душа тебе поет, душа тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать.
изливается сила. Здесь в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь мой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь мой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Все мы дети Господни, и все мечты Его наши уже ведет во всей силе. Царство Твое. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Ничто не погасит Твоей любви, подобно пожару огонь горит. И пусть он сильнее горит во мне. Пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Изливается сила. Здесь в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Все мы ждем Его. Все мы ждем. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою венчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву
Господь эту битву ведет. В имени Иисуса власть и сила, Он в любой борьбе не победит. С Ним пред любым предстану великана. Я знаю, победа за Ним. Я знаю, победа за Ним. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не мой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою венчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Słowa
сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Всех моих глубинах мне нужен Дух Святой. Своей рукой веди меня, и осияй собой. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Духа меня ехать кутула, анда түйер таталы, сүйрек пинулара, мен келем, Сөнің инеге дөңгөйөм, сүйдүен күзге айы дояну долар мен келем, сөнің инеге дөңгөйөм, Südüen küske sürekli ayı doyanu dolar el dolu. Toplardan aydı eğin güderim. İligine migin salay, sırdıkınan sıcak, min kerem, sönük inige döngöyüm, südüen küske sürekli ayı doyanu dolar en dolu. Я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей
Добрый день, драгоценная церковь. Самые верные здесь, как я понимаю. Давайте мы помолимся все вместе, как церковь Господу. Дорогой Господь, мы благословляем Тебя. Благословляем, прославляем Твое святое имя. Превозносим Тебя, Господи, и склоняемся пред Тобою, как только что мы пели. Преклоняем свои сердца. Боже, спасибо Тебе, что мы можем вот так в простоте приходить к Тебе, пред Твое лицо, к престолу благодати и милости. Спасибо Тебе, Господь, за эту чудесную возможность, за этот незаслуженный дар. Благодарим Тебя, Господь, за ту милость, которую Ты являешь к нам, за ту любовь, которую Ты нас облагодетельствовал в возлюбленном Своем, за благодать, которую посылаешь в каждом деле. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо, Господь, за все ответы на молитвы наши, за то, что нету ничего в наших мыслях или в делах, что бы Ты не знал, во что бы Ты не вникал. И Твои намерения о нас во благо, а не на зло. Благодарим Тебя, Господи, и просим Тебя, чтобы Ты каждого из нас взял за свою руку, за руку свою и повел своими путями. И благословил каждого из здесь присутствующих особо, Господи, на входе и на выходе. Да будут благословения Авраама проявлены в жизни каждого. Да не будет болящего среди детей Твоих. Да станет Твое Слово, Господь, реальностью в жизни каждого из нас. Умножь, Господи, веру нашу. А мы, Господь, благодарим Тебя, что, несмотря на наши слабости, Ты обильно нас благословляешь, укрепляешь и направляешь. Благодарим Тебя, Господь. Мы хотим поступать по Слову Твоему. Мы молимся сейчас, Господь, за начальство и власти. Это Твое повеление. И сердце царя, и сердце начальника, соответственно, Господи, в Твоей руке. Мы молимся о том, чтобы Ты направлял. И, Господь, прежде всего, начальствующее руководство в нашем городе Якутске, в нашей республике Якутии, в нашей стране России. Оно имело, Господь, мудрость от Тебя и водительство от Тебя. Да будут окружены они, Господь, пророческими людьми, людьми Царства Божьего. И да сами, Господь, познают Тебя, чтобы они могли быть светом. Благословляем, Господи, все начальства, власти. Благословляем, Господь, Твоей мудростью. И да будут они принимать решения во благо народа всего. Благодарим Тебя, Господь, что наш город, он процветает. И мы благословляем, Господь, тех людей, которые заботятся о чистоте в городе, Господи, о дорогах, чтобы они были, Господь, ровные. Благослови, Господи, стройки новые. Благослови, Господь. Пусть это действительно будет цветущая республика и город во имя Иисуса Христа. И прежде всего, чтобы Царство Твое, оно распространялось. И свет Евангелия, он распространялся во имя Иисуса. Мы также, Господь, как церковь, благословляем всех, Господь, детей Твоих, всех верующих во Христа Иисуса, всех деноминаций, независимо кто в какой. Благословляем, Господи, да будет между нами, так как Ты велел, единство и любовь во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам возможность собираться здесь, за это уютное здание, Господи, за финансы, которые щедро, Господь, от сердца, Господь, дает Твой народ, жертвует с радостью. Благодарим, Господь. Мы молимся только об одном, чтобы Твое водительство Духа Святого было всегда здесь, чтобы Ты вел и направлял церковь, чтобы дары Духа Святого, они, Господь, были проявлены, и люди в мире видели этот свет Евангелия и видели силу и славу Твою, Господи, здесь на земле. Благодарим Тебя и славим за все, Господи. Да будет Тебе вся слава, честь и хвала. Аминь.
Еще раз доброе утро. Дети, выходите, пожалуйста, вот сюда перед сценой, мы за вас помолимся. Дети, подростки. Давайте все вместе благословим детей, скажем что-нибудь благое, хорошее, провозгласим это в их жизнь. Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка и подростка в нашей церкви, всех, кто сейчас здесь присутствует, также за всех, кто отсутствует по какой-либо причине. Где бы они ни находились, просим Тебя, Господь, пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их от зла. Куда бы они ни пошли, где бы они ни были, во все дни их жизни, Господи. Просим Тебя, Господь, пусть жизнь, она будет наполнена у них радостью. Пусть они знают истинного Бога. Пусть они знают, что они могут всегда прийти, просить и быть услышанными. Пусть они знают, что они могут слышать голос Твой, Творца Вселенной, могут обращаться к Тебе, и Ты будешь вести их. Я прошу Тебя, Господь, веди их каждого по жизни, Господь. Пусть они развиваются, пусть развивают свои духовные дары, пусть развивают свои дары, которые Ты дал им, человеческие, Господь. И укрепи их характер, Господи, во имя Иисуса. И все, что они не делают, пусть они приносят славу Тебе, Господь, в своей жизни. Да будет так. Аминь. Слава Богу. Еще раз доброе утро. Я рад вас всех видеть, всех, кто в зале, хоть нас не так много. Я хотел спросить вас, у нас лето началось или нет? В плане, судя по залу, вроде бы люди уже на даче, судя по погоде, как-то еще нет, да. У нас также есть немаловажная часть служения, десятины и пожертвования. Можно вывести на экран. И вот у нас, можно попросить тебя ведра по залу пустить? Вы знаете, что вы можете давать как наличными деньгами, также можно в электронном виде. Реквизиты у нас на сцене. И пусть Господь благословит каждого, кто дает. Из таких отчетов, если вам сказать, вы знаете, мы рассчитались полностью со строителями за те работы, за ковровое покрытие. То есть мы никому ничего не должны уже в этом плане. Все хорошо, копим деньги дальше на какие-то вещи. Я вам говорил, что нам нужно было делать кровлю. У нас просто строители, которые должны были, с которыми мы договорились, один вынужденно уехал. И как-то мы остались без той бригады, которая должна была делать эти работы. Но все в руках Господа, не унываем, значит, к чему-то что-то есть. Есть другие планы, мысли. Аминь. Я как-то сегодня на какой-то лирический лад настроен. Не хочется ничего громко делать. Давайте мы прославление поблагодарим. Молодцы они. Давайте поаплодируем им. Слава Богу, что есть кто-то, кто выходит и славит, и ведет нас в поклонении. Мне кажется, сегодняшняя тема, которую я бы хотел затронуть, она прямо архиважная. И вы все в какой-то мере уже слышали об этом. Начну я издалека, наверное. Вы знаете, у меня в прошлом году во дворе у нас дома такие события происходили. Какая-то молодая пара
То есть я не знаю, ну, непонятно было, я как-то на руки не смотрел, женатый или нет, но такие, знаете, вот, ну, лет 20 от силы. Как бы, да, молодой человек и девушка. И вот я даже не знаю, ну, откуда они, я их до этого раньше не видел. И потом они тоже куда-то исчезли, может быть, они к родителям приезжали. Но, знаете, вот они приезжают, он выскакивает из машины, оббегает машину, открывает дверь, там пакеты берет, там пылинки сдувает и всякое вот такое. Забавно было смотреть за этим. Ну, и оно не просто как-то единовременно, а вот какой-то, знаете, вот все лето вот они там. И вот что-то вот такое вот все, знаете, такой вот конфетно-букетный период, когда вот идет. Вот у них вот он как раз вот такой вот был, вот когда вот ухаживания всякие такие. И я вот, когда готовился, я вот размышлял, это здорово, ты смотришь, как бы, ну, нет ничего плохого в этом, классно, но ты смотришь как-то немножко с такой вот уже, не то чтобы ухмылкой, ну, как-то так, ну, как бы, ну, здорово, да, там, проходили мы это. Но вы знаете, я видел, периодически встречал вот пожилые пары, и вот вы знаете, вот они идут уже старенькие-старенькие совсем, держатся за руки. И вот она его там где-то укутывает там пледом, там что-то вот как-то заботится, он там что-то там шаркает ногами, но там что-то пытается сделать. Они идут, держатся за руки. И вот эти люди у меня вызывают гораздо больше как бы эмоций вот таких положительных, ну, что пронесли через все, да, вот как бы сохранили, и даже несмотря уже на преклонный возраст, просто видно, что, знаете, это не то, что там, ну, чё уж, куда денешься-то, да, ни одному же там это, но все равно как-то заботятся друг о друге. И вот в этой заботе ты что видишь? Ты видишь любовь. Потому что любовь это не вот эти вот чувства в конфетно-букетный период, да, когда у тебя там, но это это действие, да, мы много раз говорили, вы слышали, что это глагол какой-то. И я даже вот видел, знаете, когда ну вот как-то людей там представляли, вот говорят, вот сколько вы там в браке, и кто-то говорит там 50, там 70 лет, да, и вот там часто люди, они аплодируют. И ты смотришь, когда, ну вот люди, они ухаживают, заботятся друг о друге. И вот это вот любовь в действии, да? Вы согласны со мной? Ну, между мужем и женой в семейной паре. И вот часто, то есть, ну, люди, они понимают, насколько это ценно, насколько это сложно и насколько требуется усилий. Потому что это без усилий такого не бывает. Это нужно наступать на горло своей гордости, своей там жабе, смиряться постоянно и забывать многие вещи делать первому, да. И мы вот плавно подходим к нашему основному стиху сегодняшней проповеди. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Если вот принять во внимание то, о чем я говорил, да, что любовь это действие, да, мы вот видим, когда вот люди, они что-то совершают, и по их действиям мы можем сказать, что они любят друг друга, да. Здесь вот если преломить вот это слово, да, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Другими словами, если ты своими действиями показываешь любовь, то есть по твоим действиям другие все узнают, что ты христианин. Вы понимаете, да? Что вы будете иметь любовь между друг другом, то есть вы будете совершать определенные действия какие-то друг к другу, и эти действия, они будут очевидны для всех, и они будут говорить, да, вот они верующие, они христиане. И вот фраза, да, любите друг друга, там, вот, ну, она очень часто повторяется в Новом Завете. И вы знаете, что вот любите друг друга, это не просто, ну, какая-то вот заповедь, которая там, ну, Иисус, он мимоходом там шел и сказал ученикам, да, что, ребят, там, любите друг друга. Или потому нет, но вы знаете, это то, что позже, как бы, да, называется закон царский. То есть наш царь это кто? Это Иисус. Вот давайте мы посмотрим послание Иакова, 2 глава, 8 стих.
Здесь написано: если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Хорошо делаете. То есть тут любовь между верующими — это настолько важная вот вообще часть, которую, мне кажется, как-то современные христиане иногда забывают. Мы, понятно, мы говорим про это много, но это прямо вот такой фундамент вообще всего. Это тот самый закон, который... Понятно, что мы, как верующие, мы должны верить в Иисуса Христа, мы должны почитать Его и так далее. Но, смотрите, Иисус что говорит? Как остальные узнают, что вы мои ученики, что вы христиане, что вы следуете за мной? Он не говорит, что потому что вы там будете ходить и бесов изгонять, вы будете там пророки великие, и будете говорить, и людей наставлять, и народы вести. Он такого вообще не говорит. Но смотрите, какие он приоритеты расставляет. Потому узнают, что вы мои ученики, что вы христиане, весь мир, что будете иметь между собой любовь. А любовь, она выражается в действии, да? То есть это признак настоящего христианина. Если ты верующий, если ты христианин, вот именно поэтому о тебе и судят. То есть верующий ты или нет. Галатам 5 глава, 22-23 стих. Давайте мы прочитаем. То есть любовь — это что? Это плод Духа. Вот здесь как раз вот плоды Духа описываются. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Я бы хотел обратить ваше внимание, что любовь в списке, она первая идет. Вот самый первый плод Духа, то есть если ты наполнен Духом Божьим, если Дух Божий обитает в тебе, то самый первый плод, который должен быть, самый первый признак, что ты верующий, что ты христианин, это любовь. И потом то, что мы видели, любовь друг к другу. Это то, почему остальные должны судить о нас. И говорить, что вот, да, он действительно верующий. Посмотри, какие у них отношения в церкви. И, знаете, вот эта вот фраза «любите друг друга», она встречается в Новом Завете. Я пробовал, переводы же разные бывают, да, приблизительно. Но если, например, поиск задать сейчас в современных электронных библиях, мне вот показало 14 или 15 раз в Новом Завете упоминается эта фраза. И если помнить, держать в уме, что я говорил, что любовь – это действие, да? Это не чувства какие-то, да? Любовь, это глагол, она что-то совершает. Если ты любишь, то ты делаешь. Если помнить об этом, то, знаете, все другие места в Новом Завете, где говорится друг другу и используется какой-то глагол, это можно посмотреть, как бы расширенное такое, развернутое толкование того, что значит любить друг друга. Я понятно говорю? Хорошо. Мне кажется, все извилины заплел. Итак, когда я размышлял об этом, я думал, давай посмотрим нужно посмотреть на остальные фразы, найти поиском, да, где говорится друг другу и что там за действие описывается. И мы посмотрим, что значит любить, да. И если попробовать поискать вообще, вот где говорится друг другу именно эта фраза, знаете, она 58 раз в Новом Завете встречается, и там, есть такие, как приветствуйте друг друга, там, да, носите бремена друг друга, молитесь друг за друга. И вот давайте мы посмотрим, что же вообще означает любить друг друга и какие слова, глаголы используются. И начнем вот с Галатам, 6 глава, 2 стих, например. Говорится: носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Закон Христов – любить друг друга, носите бремена друг друга. Что это означает?
это участвовать в каких-то нуждах, да. Бремя – это чем ты обременен, что у тебя есть какая-то нужда, потребность в чем-то, может быть, ты сам не можешь справиться. И мы призваны к тому, чтобы помогать друг другу, носить бремена. И самое первое, то, что приходит на ум, знаете, мы можем молиться друг за друга. Вы согласны? Потому что это не нужно преуменьшать вообще силу молитвы и значение молитвы. И, конечно, да, ты можешь помолиться один, но когда у тебя есть молитвенная поддержка других, это прям дорогого стоит. И что я могу сказать? Знаете, когда кто-то подходит, и он говорит тебе, что у него есть какая-то нужда, не говори, что там, слушай, да я буду молиться, я там буду молиться. Но скажи, давай я помолюсь за тебя. Или я молюсь за тебя. Ну, то есть, чтобы это сейчас. Чтобы человек, он понимал, что ты приносишь его нужду в своей молитве к престолу Бога. Что он не один. Вы знаете, у нас есть вот одна домашка, и у них есть группа молитвенная. Ну, то есть, домашка это отдельно, а есть еще молитва друг за друга. Это отдельная группа. И они каждый день пишут нужду, и каждый человек, он разбирает, кто за что будет молиться. И пишет, ага, я молюсь там за то-то, ну, за того-то, и каждый разбирает. Мне кажется, это так круто. И я вот есть в этой группе, но как-то особо не участвую, ну, потому что, не знаю, часто я, как обычно, там, когда смотрю, у меня 220 групп, я узнаю, что вот там надо было сделать, уже несколько дней прошло, вот там прошло. Смотришь, там везде там по 10, по 20, по 30, по 100 сообщений, как бы, да, в группе, и уже давно прошло. Но насколько это классно. И иногда хочется такой, думаю, а что я-то не написал? Я тоже хочу, чтобы за меня помолились. И я просто, к тому, что побуждение к действию. Люди нуждаются в твоей молитве, и ты нуждаешься в молитве других. То есть, как мы можем носить бремена друг друга? Первое, да? Молиться друг за друга. Как еще, каким образом? Вы знаете, кому-то нужна помощь в чем-то. Самое элементарное, да, бывает просто физическая. Кому-то бывает нужна поддержка моральная, да, кому-то духовная. Кто-то, знаете, ты смотришь финансовые нужды. Также носить бремена друг друга, да. Кто-то может благословить, кто-то может там занять. Вы понимаете, да? Это в том числе, то есть ты не безучастен к проблемам других. Я понятно говорю? Нормально же, да? Все хорошо же? Чего вы тогда такие серьезные? Потому что... То есть мы можем таким образом также носить бремена друг друга. Мы можем кормить кого-то, да, например, даже просто это уж совсем когда крайность, если человек в крайней нужде. Так же, как церковь, знаете, я просто могу сказать, что слава Богу, не часто, но периодически у нас возникают какие-то моменты, знаете, когда люди не обращаются в церковь. Бывает это люди с нашей церкви, и мы оказываем какую-то помощь, в том числе материальную. Но тут как бы такая грань, главное, чтобы это не переросло в правило, да, когда постоянно наставить человека, помочь и дальше куда-то вывести. И иногда бывает, знаете, у нас на прошлом собрании был парень, один, он такую слезную историю там рассказывал, не знаю, он сам с Белоруссии, белорус, приехал здесь на стройку, работал, долгая история, в общем, остался он без паспорта, без денег, ничему там не заплатили. И если паспорт восстанавливать, у нас вроде бы союзное государство, но здесь пойдешь, если в МВД, если ты гражданин России, справка, которая тебе заменяет паспорт, по которой ты можешь купить билеты или куда-то улететь, она делается очень быстро. Там в течение нескольких дней буквально. Но если из Беларуси через консульство запрашивать, там что-то срок месяцами исчисляется. И вот он сидит, у него 3 детей, с его слов. Там как бы жена дома, и он как бы не знает, как отсюда еще говорит, я не понял, как бы у вас, говорит, как раз у нас ледоход, или переправы были закрыты, то есть это вот воздушные подушки. Я как-то вообще ничего не понимаю, я думал, на вокзал тут пойду, сяду, как бы там, или что-нибудь. Тут еще и до вокзала добраться, мне сказали, на переправу 1500 надо. В общем, он так рассказывал, знаете, мы ему помогли. Он обещал слезно отдать. Очень хочется верить, что он не пропадет. Но даже если, не дай бог, на его ответственности, но, знаете, я еще раз, знаете, мы не делаем какое-то правило из этого, да? Но
Ситуации не бывают разные. Нельзя просто вот одно сказать, нет, мы никому не даем, или нет, мы раздаем деньги всем. Понятно, что нужно руководствоваться духом, нужно руководствоваться здравым смыслом, обсудить это. Решения такие я тоже на себя не беру, я всегда уже, нужно посоветоваться, чтобы если что, если он уедет и письма больше писать не будет, то не я один принимал это решение, вы понимаете, да? Вот, но тем не менее мы призваны заботиться друг о друге, носить бремена друг друга. Аминь. Дальше, смотрите, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. Говорится, как мы можем еще проявлять любовь своими действиями. Написано, посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как и вы делаете. Я в новом русском переводе то же самое место прочитаю, потому что, как мне кажется, более понятно. Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете. Ободряйте друг друга, укрепляйте друг друга. Есть такая, не знаю, пословица, не пословица в русском языке, что доброе слово, оно и кошке приятно. Вы согласны? Каждый человек, он нуждается в каком-то ободрении. Каждый человек, он нуждается в том, чтобы было признание его трудов каких-то, то, что он делает. И здесь, в церкви, мы призваны к тому, чтобы ободрять друг друга, да? Укреплять друг друга. Вот у нас сейчас сидим, как тихо, спокойно, дети не бегают. Классно же? И дети при деле вроде бы там. Кто ценит труд вообще детских учителей? Да? Говорите им спасибо. Классно, что там, особенно если дети вам делятся каким. Они стараются, они посвященные, учат что-то. Кто преподавал когда-то, вы понимаете, что нужно приготовить урок. Это не просто так, что ты пришел и там, но нужно приготовить какой-то материал, нужно приготовить вообще все, там, раскраски, не раскраски, смотря какая возрастная группа. Но нужно приготовиться к этому. Поэтому говорите им, ободряйте их. Было классно, мне там ребенок сказал. Не упускайте такую возможность ободрить кого-то, поднять кого-то. Другие служители в церкви также. Прославление, если вам понравилось, подойдите, скажите, им будет приятно. Я вас уверяю. Не просто так, в смысле там это, но подойти и сказать, классно. Это ободряет, это вдохновляет, это, знаете, поселяет такое желание служить дальше, что-то делать. Но если ты там, делаешь, и никто тебе спасибо не скажет, как-то, вы сами понимаете. Можно ходить себя и утешать и говорить, я же делаю для Господа, я же не для людей делаю. Это все хорошо. Но хочется иногда какое-то ласковое слово услышать, да? Вы понимаете, о чем я? Поэтому ободряйте друг друга, укрепляйте. То же самое, если назидать. Вы понимаете, здесь, правда, надо очень аккуратно назидать. Как равный, не с менторской такой, не с высоты. Евреям 10 глава, 24 стих. Говорится о том, как мы еще можем проявлять любовь друг к другу. Какой глагол здесь? Смотрите. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Будем внимательны друг к другу. Как важно для человека понимать, что он не безразличен остальным. Вы понимаете? Будем внимательны друг к другу. Будьте внимательны, что люди делают, как там, будьте внимательны к тому, что Дух вам говорит по поводу, окружающих. И когда ты что-то делаешь, ты служишь, дай возможность служить также другим. У нас было, например, накорми голодного. Кто-то готовит, кто-то хочет, да принимай, помогай, ободряй. Пусть он служит с тобой, поднимай его в этом. Вы понимаете? Знаете, я такую фразу слышал, не я ее сказал, но прям классная такая, что кто много любит, тот много делает. По-другому оно никак. Кто много любит, тот много делает. Все это можно как подытожить, или это подытаживается в послании Римлянам, 12 глава, 10 стих.
говорится следующее. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. То же самое место Писания в современном переводе, новый русский перевод. Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг к другу. Это прямо вот фундамент такой, знаете, вот все остальное, ну, оно классно, оно тоже нужно, оно не отменяет этого, но это базис, это фундамент. Закон царский, любите друг друга, да, и вот каким образом здесь? Стремитесь оказывать уважение друг к другу, будьте почтительны друг к другу, будьте уважительны. Ничто так не ранит, как какое-то вот бывает грубое слово там или невнимательность какая-то. Но человек всегда чувствует, как к нему относятся. Ты можешь говорить хорошие какие-то красивые слова, но если у тебя такой высокомерный тон, или можно каким-то другим образом показывать, не мне вас учить, все люди взрослые, все понимают, да? И ты всегда чувствуешь, когда человек с пренебрежением к тебе относится, или с высокомерием с каким-то. Человек, он же не дурак, его не обманешь. Ты можешь при этом улыбаться и говорить ему что-то, но все ясно и понятно. Искренняя почтительность или уважение, когда это есть у человека, это ничем не заменишь. Поэтому будьте почтительны друг к другу. Это то, что нам Иисус говорил. Вы помните, как вот Иисус, Он мыл ноги ученикам? Например, я не знаю, почему сейчас такой пример вот у меня стал. И люди, бывает, часто копируют. Помните, мы разбирали эту ситуацию. В чем была суть? Ученики, они ходили по пыльным дорогам тогда, да, они ходили на босу ногу, сандали, как правило. И когда они входили в дом, они грязные сандали оставляли, проходили в дом босиком и возлежали за столом. То есть столов не было, лежали, вы знаете, да, ногами в ту сторону. И чтобы по дому не ходить в грязные, но если кто-то был у нас, например, в сельской местности, ноги могут быть черные вообще, да. И ты заходишь, и был слуга, который омывал ноги просто, чтобы с чистыми ногами. И там вот Иисус взял и начал мыть. И все такие, вот он показывал, здесь не сам факт того, что он моет, да, а то, что он почитает их, он как слуга. В этом вся суть. Нам сейчас мыть ноги не надо. Мы в обуви и как бы... Поэтому ты можешь формально там кому-то что-то там взять, салфеточку протереть. Суть не в этом. Суть в том, чтобы ты показывал уважение, почитал других превыше себя, даже не равным, а превыше. Был готов послужить. Кто-то подошел тебе, о чем-то попросил, что ты... Опять же, ситуации бывают разные, вы понимаете, да? Мы какое-то правило невозможно вывести. Но нужно говорить. Нужно почитать, да? Хорошо? Здесь вся суть вот этого, если можно так сказать, она заключается в том, что вопрос вообще не в тебе, вопрос вокруг, вопрос в людях, которые вокруг тебя. Не ты пуп земли, вы понимаете, да? Если у тебя такое отношение, и у твоего соседа такое же отношение, и у других такое же отношение, то тогда оно видно. Аминь. Пример такой. Реальный случай. Детский лагерь был. И там форматы же разные бывают. И большой прямо лагерь, разные группы. И была преподавательница. То есть, как преподавательница, воспитательница, как, тот, кто вот ведет там группу какую-то. Детский христианский лагерь, еще раз, да. И она пропустила где-то несколько дней какой-то там, а потом приехала, и она не обратила внимания, что в группе был мальчик, у него не было одной руки, как бы там по локоть, или там даже выше локтя, как бы рука, ни протеза, ничего не было. И когда она увидела это, она, напряглась вся и вы знаете, дети бывают очень жестокие. И вот она прямо была зациклена, как бы вот так сделать, чтобы остальные не начали его высмеивать, как бы так сделать, чтобы там
ну, в общем, никак не намекнуть, как-то обойти. И так получилось, что она старалась вроде бы это, но это все, о чем она только и думала все это время. И потом в самом конце, знаете, там как бы переменка, или там уже все заканчивается, какая там возрастная группа, я не помню, но она там, давайте мы построим церковь. Там песенка какая-то такая, там и что, а вот они стены, а вот она крыша. И она вот так руками складывает, и когда она говорит крыша и ложит, и она понимает, что пауза такая, мальчик-то этот, он не может сделать ни стены, ни крышу, ну, потому что у него руки не хватает одной. И такая пауза, она осеклась, стоит, смотрит. И одна девочка, которая сидела маленькая рядом с этим мальчиком, она говорит, вот, давай построим церковь вместе. Взяла одну руку и начала с ним делать. И, ну, как бы такая умилительная история, можно сказать, но вы знаете, вот эта вот девочка, она понимает, что означает настоящая любовь между христианами. Это когда христиане, они достигают друг друга, да, когда один верующий, он простирается к другому верующему для того, чтобы вместе построить церковь. Понимаете, да? Это совместные усилия. Если ты весь такой правильное слово пытаюсь подобрать, красивый, независимый, самостоятельный, церковь, она не про это. Церковь, она строится совместными усилиями. Понимаете? Это не церковь звезд каких-то. Понимаете? Когда кто-то один звездит и сияет. У нас одна звезда, да, Бог. Бог, Он призывает нас, чтобы мы были посвящены друг другу, носили бремена друг друга, чтобы мы заботились друг о друге. В этом суть. Не то, что ты пришел один, ушел один, и никто тебе не нужен. И что-то получил, и там просветление какое-то у тебя. Христианство, оно не в этом. Но потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. А любовь – это действие. А действие, то есть глагол, то есть ты что-то делаешь для других, не для себя. В этом суть. Я вот размышлял над этим, почему Бог, Он постоянно это подчеркивает. Неоднократно и много мест Писания про это. Зачем вот нам подчеркивать, что вот друг друга, любите друг друга? Кажется, это же очевидно. Все вот так могут сказать, это же понятно и так ясно. Зачем про это говорить? Что там христиане, они должны любить друг друга. В церкви же всегда так было. Знаете, так не было. Оно часто вообще не так. Я слышал такой пример. Один человек сказал, что верующие это, как говорит, кучка ежиков, которым холодно, и они пытаются согреться. То есть вроде бы ближе и ближе, то есть могут и согреться, но кто-то может пострадать. Понимаете? Помните, мы вот говорили, вот это местописание мы брали в Галатам, плоды духа, да? И первое там любовь, если ты наполнен духом, и какие плоды тогда? Но классные места Писания, вот там дальше то, что перечисляется, вот это все, плоды духа, это вот там любовь, долготерпение, и вот это вот все, и так классно, так слушать такие классные слова, все так здорово, но не все понимают, что на самом деле вот эта вот фраза, она уже заканчивает кое-что, вот то, что там описывалось до этого в Писании. Но Павел, он начинает вот этот диалог с галатами, да, на несколько, если стихов раньше посмотреть. Давайте мы посмотрим. Галатам 5 глава, вот 14 и 15 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Дальше смотрите, внимание.
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Что нам говорит здесь этот стих о церкви в Галатах? Грызете друг друга, съедаете. Смотрите, чтобы не истребили друг друга. Зачем он это им сказал? Ну, наверное, у них существовала такая проблема, да? Они грызли друг друга, кусали там. И потом он также Павел переходит, и он говорит, что вот есть плоды духа, а напротив, да, там что? Он называет это дела плоти, противоположное духу, да? И он говорит, что вам не надо так делать. Давайте мы посмотрим, это 5 глава, 19 и 21 стих. Галатам 5 глава с 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобного. И смотрите, дальше он в 21 стихе говорит: предваряю или предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Он говорит, что, ребята, я вам уже писал, я вас уже предупреждал до этого. Не делайте так. Если он им повторно пишет, как вы думаете? Не просто же так, да? Говорит, я уже вам писал, а вы все равно продолжаете. Вы в ад пойдете, на небо не попадете, если будете продолжать грызть друг друга. И вот это вот все делать. Возникает вопрос, почему так называемые христиане, они делают это, продолжают, и не только там у галатов, но и в наши дни. Почему люди в церкви, может так получиться, что они начинают грызть друг друга? То, как делали верующие в Галатах в церкви. Почему они в какие-то ссоры, в распри попадают? Зависть, ненависть. Есть одна причина, смотрите. Она описана в Галатам, 5 глава, 15-17 стих, то, что мы смотрели. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Дальше. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете то, что хотели бы. Если коротко сказать, почему так люди поступают, есть одно слово – грех. Из-за греха. И чаще всего это желание людей судить других. Можно сказать, что желание такое взять на себя роль Бога. Да я знаю его уже, все там посмотрел, там все с ним понятно. Уже вердикт вынес, крест поставил. Не такой, а вот такой. Это не очень хорошая идея брать на себя роль Бога и судить других. Давайте мы посмотрим Римлянам 14 глава, 4 стих. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Ты-то кто такой? Что других судишь? Знаете, это то, что делали фарисеи. Вот у них там свой свод правил, и если ты в мои правила не вписываешься, ты никчемный человек, да? Они очень любили судить других. Им нравилось выполнять, брать на себя роль Бога. И вот это вот признак, человека, который выносит суждение. Знаете, какой самый такой как можно сказать? Чем все заканчивается? Если у человека есть гнев, если у человека есть раздражение, это один из самых первых признаков. Что он начал там
выносить суждения по поводу других. Обычно люди, вот как бы у них такие люди, они себе представляют, что Бог, Он очень сильно полагается на них, чтобы решить проблемы в церкви. Ну, Он же сам не справится. И часто такие люди, они знают лучше, чем все остальные, в чем вообще проблема и как ее решить. Ну, по крайней мере, им так кажется. Особенно они лучше знают, как вообще нужно скорректировать все, что тебе нужно сделать, чтобы там исправиться. Прямо как фарисеи, да, которых Иисус описывал. Но мы знаем, что думал Иисус о фарисеях. Как нам избежать этого? Как нам не быть такими? Знаете, есть 3 принципа таких, если можно сказать, которые нам помогут избежать того, чтобы превратиться в тех фарисеев, которых осуждал Иисус. Первое. Если мы хотим любить друг друга в церкви, в прямом смысле, делать что-то, да, мы должны понимать, что все люди грешные. Нет совершенных людей. Римлянам 3:23. Все согрешили и лишены славы Божией. Все. Когда ты так понимаешь, ты осознаешь, что каждый человек, он падает. Любой. Нет такого, который бы никогда не упал. Каждый человек, он чего-то там не достигает. Любого можно подвергнуть критике. Ну, найти обязательно, за что можно покритиковать в этом смысле. Любого можно осудить. Что-нибудь да найдется. Нет совершенных людей у нас. Если ты или я там возьмем на себя роль Бога и будем определять, кто достоин, кто недостоин, то легко найдем какую-нибудь зацепочку. Но мы должны помнить, что любой человек в церкви, да, он также слуга Божий, такой же, как ты. И только Бог имеет право, да, вынести суд над ним. Аминь. А вы знаете, чем Бог он известен вообще? У него очень большое терпение. Он может ждать и ждать и ждать. И у него вообще свои времена и сроки. И тебе хочется, чтобы человек уже давно там, да ты что там? А у Бога свои планы, он может еще подождать. Ну, ему легко, и у него как бы вечность впереди. Не торопится. Я прочитал такую мысль у одного человека, знаете, он говорил, может ли больной осуждать больного? Может ли слепой осуждать глухого? И таким же образом, разве может грешник осудить грешника? Нет. Он такую интересную мысль вообще говорил. Говорит, будьте осторожны, потому что тот Петр, который сегодня у костра отрекся от Иисуса, завтра может стать тем Петром, который будет с огнем проповедовать того же самого Христа, от которого он отрекался. Самсон, который сегодня слепой и беспомощный, завтра может собрать все последние силы и выбить столбы греха и безбожия. Заикающийся пастушок в нынешнем поколении может стать Моисеем для следующего. Такая фраза прямо понравилась вообще. Он говорит, что не называй Ноя глупцом.
завтра можешь попроситься к нему на ковчег. Вы понимаете? Мы выносим суждение, и ты уже думаешь, да, человек там, ну, у Бога свои планы. Суть того, что я пытаюсь донести, да, если ты видишь верующего человека, который, может быть, сейчас он там постоянно борется с чем-то, и он как-то что-то нестабилен, и какие-то вещи у него там постоянно происходят, но ему нужно время для того, чтобы измениться. И еще раз, у Бога свои времена и сроки. И ты и я, мы не можем знать, какие у Бога планы вообще на этого человека. Мы можем стараться, мы можем создать атмосферу и среду для того, чтобы вот эти Божьи планы в человеке, они раскрылись. И чтобы это быстрее произошло. Но мы не Бог. Стараться можем, но вот прямо... Ты и я, мы не можем сказать, какие планы у Бога. И поэтому не очень хорошо брать на себя роль Бога и выносить какие-то, суждения. Только Бог находится в такой позиции, когда Он может смотреть на людей сверху вниз. Понимаете, да? Мы не в той позиции, чтобы смотреть на наших братьев и сестер сверху вниз. Но мы что призваны делать? Почитать друг друга, да, остальных выше себя. Еще раз, это, знаете, это не означает, что мы должны унижаться. Это не означает, что мы должны принизить себя там и вот как бы это, да. Но мы других возвышаем. Мы сами-то остаемся там, где мы есть. Это не означает, что я там должен быть никчемный, там вот это другая крайность. Да нет, ты есть, кто ты есть. Но ты других просто почитаешь выше себя, и все. Сам ты на коленки не встаешь. Вы понимаете, да, о чем я? Итак, вторая вещь, знаете, то, что мы должны делать для того, чтобы избежать, чтобы не стать вот такими фарисеями и не скатиться в это. Нам нужно принять тот факт, что Бог, Он заповедал нам. Он сказал нам, чтобы мы любили друг друга. Это не опция. То есть дополнительная. Хочу взял, хочу не взял. Но Он сказал, что это закон царский. Мы обязаны это делать. Вы понимаете? Какая у нас глава, которая говорит про любовь, глава любви? 1 Коринфянам 13 глава, да? Вы знаете. Была ли церковь в Коринфе, которым адресовано это письмо, любящей церковью? Знаете, что-то как-то не очень. Они были эгоистичны вот по поводу вечери, на себе зациклены, и был у них вот этот дух осуждения там всех. Они хотели вот взять на себя вот эту роль такой вот Бога. До такой степени, что Павел им пишет вообще, что есть любовь. Потому что они не понимают. Давайте мы посмотрим. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-8 стих. Любовь долготерпит. То есть она, терпение долгое у нее. Милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Знаете, вот здесь хотел, кстати, обратить внимание вот на последний стих. Любовь, она никогда не перестает. В сегодняшнем мире верующие, мы призваны, да, к тому, чтобы там написано, ревнуйте о дарах духовных. Там, прежде всего, там, чтобы пророчествовать. Это все здорово, это все классно. И мы призваны к этому. Я не умаляю этого вообще. Но часто люди, посмотрите,
Любовь, она никогда не перестает. Это закон царский, то, к чему мы призваны, то, почему вообще люди должны знать, что мы верующие. И часто люди, верующие в церкви, они про это вообще забывают. Но пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание всякое, оно упразднится. Не будет никакого смысла в этом. В твоем философствовании, в твоем говорении на языках, в твоих пророчествах. А любовь, она останется. Приоритеты. Поэтому насколько важнее вот такой вот фундамент. У нас многие верующие, знаете, может быть, там, ну или смотришь, человек, он там не пророчествует, может быть, каких-то вещей не делает, но ты видишь любовь в нем. Человек, который готов, не знаю, все отдать ради других. Меньше ли он в Царстве Божьем? Вы понимаете, да, о чем я, что я пытаюсь донести? И вообще приоритеты Божии какие? Понятно, что мы должны стремиться и развиваться, и хотеть большего, и большего там от Бога. Но этого-то нельзя оставлять. С этого вообще все начало. Это основа. И все остальное, оно не имеет никакого смысла. Вы помните там, да? Если я там обладаю всеми знаниями и там и так далее, но любви не имею, и я там всем там запророчествовал, там, и я там на Красной площади толпы собираю, там миллионы и так далее, но любви не имею, то я что? Да, я как погремушка. То есть вот этот кимвал звенящий, да, то есть, бубен вот у нас был, пустозвон. Позвенел, походил там. Ты можешь там собрать миллионы, это впечатляет людей там и так далее, но для Бога ты просто пустозвон, если у тебя нет любви. 1 Коринфянам 13 глава 4-8 стих. Это то, что мы прочитали, да? А вот смотрите, 1 Петра 4 глава 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Петр, он говорит немножко по-другому. Прежде всего, вообще самое главное. Вот все, что бы вы ни делали, какие бы духовные дары вы там ни гонялись, какие бы действия и активности вы ни делали, но вы должны понимать, что прежде всего должны иметь усердную любовь. Что значит усердная? Это опять же намекает на то, что любовь, она делает что-то, это глагол. Можно что-то делать с усердием, то есть стараться. Вот если ты стараешься и что-то делаешь, и таким образом ты показываешь любовь. Если ты так делаешь, то что? Любовь покрывает множество грехов. Притчи, 10 глава, 12 стих, говорит это таким образом. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Любовь покрывает все грехи. Не устали? Я хотел, знаете, такой вопрос задать. Вот кто-нибудь вот периодически видел, знаете, например, где-нибудь в аэропорту, ну или какое-нибудь вот публичное место, где много людей, и ты уже весь там такой тоже уставший, в какой-нибудь очереди стоишь. И тут чей-то ребенок закатывает истерику. Начинает орать. Кто-то иногда там, я видел, в последнее время как-то вот прямо... Раньше такого не было, мне кажется, так много. В смысле, прямо ярко проявляется. Я видел, как можно вообще, в школе я видел просто. Ребенок упал на пол и дергает ногами, и там у него истерика. И, то есть, это там 7 класс, это вообще как? В смысле, это обыкновенная школа, не коррекционная. Ладно. Просто вот когда такое вот происходит где-нибудь, да, или там маленький ребенок совсем, и вот какие чувства возникают? У меня же такой рот закрой. Где там мама, папа, успокойтесь ребенка. Я не хочу, чтобы вот у меня своих проблем хватает, да? Вот чтобы мне тут еще и так все, день напряженный, еще кто-то орет тут рядом стоит. Успокойте уже вашего ребенка. Может быть, я так не скажу, но подумаю. По крайней мере, мысли у меня такие будут, да? И вы знаете, я вот как-то размышлял, вот мои дети сейчас, они уже, уже не в таком возрасте. Но бывало раньше, вот там, например, не такие истерики, то есть на пол никто не падал, слава Богу. Но, например, могли там, например, я там не пойду или там что-нибудь, да, там прилюдно. И, конечно же, я там, принимал какие-то действия, там, да, чтобы там дисциплинировать и там что-то делать. Но вы знаете, что бы я там ни делал, любовь у меня, она была к моим детям или нет? Знаете, это все равно это мой ребенок.
Я к чему? Что у меня, знаете, у меня разные отношения. Если там чужой ребенок рядом орет, и рот не закрывает, мне хоть уже успокойтесь, сделайте с ним что-нибудь. Но к своему, вот если, например, вот он орал бы, ну, конечно, да, надо успокоить, но у меня гораздо больше терпения. Ну, это же мой ребенок. Ну, как-то, знаете, вот моя любовь к нему, она все покрывает. В этом смысле. Не, ну как. Иногда бывает вообще там чересчур, да. Он орет, лежит, мама сидит рядом. Сейчас кто-нибудь позаботится. То есть это тоже ненормально, вы понимаете. Не до такой степени. Но я про отношения. То есть у меня к моим детям любовь, и она многое покрывает. Моя любовь, она покрывает множество грехов. И криков там, и всяких прочих дерганий. Вы знаете, что Бог, Он пытается нам сказать в церкви вообще? Что когда люди в церкви, у них истерика случается, ты должен понимать, что они из твоей семьи. Они твоя семья. Пусть твоя любовь, чтобы ты относился вот как к своему ребенку, она покрывает какие-то вещи. Потому что если мы сразу же будем выхватывать палки или там мечи и рубить, да? Если отрубать по пальцу, за каждый раз, когда кто-нибудь что-нибудь сделал, у нас все без пальцев будут. Вы понимаете, да? Но любовь, она должна покрывать что-то. Любовь, она ненавидит, не завидует. Она не кусает в ответку. Даже если тебя укусили. Вы понимаете, да? Бог возлюбил этот мир, когда Он был еще падший. Мы призваны любить также, знаете, не когда человек, он уже изменился, и он весь такой прекрасный и хороший, и тебе хорошо с ним. Но нужно проявлять любовь, пока он еще в процессе, и Бог, он еще работает с ним. Аминь. Вообще вся суть христианства, она в том, чтобы поднимать, чтобы созидать братьев и сестер во Христе, чтобы помогать им достигать чего-то, поднимать их. Вы понимаете, да? Любить их, когда, может быть, они не очень заслуживают любви. Даже если церковь, она принимает какие-то дисциплинарные меры по отношению к кому-то в церкви, она все равно призвана это делать с любовью. Аминь. И цель любых каких-то действий, она не в том, чтобы унизить и наказать, но именно в том, чтобы дисциплинировать, да, чтобы в итоге поднять, чтобы человек, он изменился. Вы понимаете, да? Поэтому Иисус, Он сказал, Матфея 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Какова цель моя, вот, например, если я знаю, что меня кто-то обидел, кто-то согрешил против меня? Какова цель? Приобрести этого брата, чтобы не позволить, чтобы развалились отношения, да? Каким образом я должен пойти к нему? Вы понимаете? Это так работает. Смотрите, я сейчас пример приведу. Слава. Вот представьте, Слава обидел меня вообще очень сильно. Наделал таких делов и причинил мне прямо боль вообще. Вот каким образом я должен поступать? Что я делаю? Я такой иду, Толь, ты знаешь, что Слава вообще сделал? Ты вообще накосячил там таких этих, вот и так меня обидел, и я там все изливаю там и так далее, знаете, и собираю такую как бы группу поддержки, которая будет вместе со мной его ненавидеть.
И потом я еще кому-нибудь расскажу, еще кому-нибудь. Я к этому призван, так поступать, делать. Но многие люди, они поступают именно так. Вы понимаете? То есть ты знаешь, вот, и вот он там и то сделал, и это сделал. Но мы не к этому призваны. Но большинство людей, ну, как можно больше рассказать вокруг. Знаешь, что он сделал? Как там? Зина, ты сейчас упадешь. Якин бросил свою кикимору и едет со мной в Гагры. Но это то, что бы делали фарисеи, да? Вместо этого я что должен сделать? Если он меня обидел, если он, может быть, даже и не знает, я вам тайну открою. Часто люди, они даже и не знают, что они вас обидели. Но если я чувствую обиду или там какие-то вещи, или я знаю, что человек против меня согрешил, я должен пойти к нему один на один и поговорить с ним сначала. И поговорить нормально, не в смысле... Зачем нам так делать? Да потому что Иисус нам сказал так делать. Как многие из вас согласны, что мы так должны поступать? Ну, сначала пойти к этому человеку, поднимите руки, не, я хочу, чтобы вы руки подняли. Нам Иисус, Он сказал поступать таким образом. Смотрите, сейчас дальше, внимание, я хочу, чтобы мы сделали торжественное обещание. Не мы, в смысле, а каждый для себя решил, что если ты знаешь, что вот Иисус, Он нас призвал к этому, еще раз, это личное решение каждого, и Библия, она говорит, вы знаете, вот любые какие-то там, не клянись, там и так далее, поэтому я говорю торжественное обещание, но суть в чем, вот даже той фразы была, что пусть у вас будет да, да, нет, нет, имеется в виду, что если ты что-то пообещал, а ты это не делаешь, ну, Бог, Он не очень на это смотрит. Поэтому я хочу, чтобы мы отнеслись ответственно к этому. Я хочу, чтобы мы, знаешь, каждый для себя принял решение пред Богом и просто, принял решение, пообещал, что если так вот произойдет, если кто-то в церкви меня обидит, если кто-то в церкви там согрешит против меня, я принимаю решение, что я буду поступать так, как мне сказал Иисус. По крайней мере, вот положа руку на сердце, приложу все усилия осознанно. Я не хочу, чтобы кто-то ковырялся, знаешь, если ты забыл, или ты там побежал и там что-то не так сделал, но если ты понимаешь, что прежде всего ты будешь поступать, как нам заповедал Иисус. Ты пойдешь к этому человеку и поговоришь с ним, и попытаешься с ним примириться сначала. То, что будет дальше, там в руках Господа. И реакция человека может быть разной, и всякие вещи, но то, что от тебя зависит, я хочу, чтобы ты принял решение, что, Господи, я хочу так делать. Хорошо? Давайте мы какое-то время возьмем. И это, знаете, это на самом деле не имеет значения, служитель это какой-то, со сцены ли, из группы прославления, может быть, это воскресной школы, служитель порядка кто-то, или просто человек, который сидит рядом с тобой. Я хочу, чтобы ты принял решение, если Бог Он тебе показывает, что ты примешь решение не идти куда-то там и не собирать группу поддержки, но пойдешь и поговоришь с этим человеком. Прежде всего, ему откроешь. Аминь. Давайте мы встанем. Ну или, если это, кто хочет, вот ты принял, встанем, возьмем буквально пару минут, давайте помолимся. И я хочу, чтобы ты просто принял решение это для себя. Аллилуйя. Аминь. Присаживайтесь.
Знаете, часто люди, вот они читают, ну или мы все понимаем, что Библия это слова Божии и те заповеди, которые Иисус Он нам дал, это мы должны это выполнять. Но зачастую не воспринимается как личное указание тебе. Вот как бы, да. Не, ну да, там как-то вот почитали и... Но вот то, что мы сейчас сделали, знаете, я хочу, чтобы мы воспринимали это лично. Это заповедь вообще, которую, это закон царский. Любите друг друга. И одна из вещей, если, вот, знаете, вот то, что мы должны делать, это если мы чувствуем, что нас кто-то обидел, кто-то согрешил против нас, мы должны пойти и примириться, и посмотреть, не приобретем ли мы брата. Итак, смотрите, для того, чтобы нам любить друг друга, как Иисус нам сказал любить друг друга, мы первое должны понимать, что те люди, они грешные, каждый падает, каждого можно осудить, да. Второе, мы должны понимать, что любить означает, что мы стараемся ободрить, поднять нашего брата или сестру, да, и делать от нас зависящее, чтобы примириться. И последнее, знаете, то, что я бы хотел сказать, что нам нужно делать, это мы должны понимать и помнить, что доверять Богу просто. Что Бог, Он работает с другими, что Он работает с нашими братьями и сестрами. Если я хочу любить людей в церкви, как мне сказал Иисус их любить, то я должен понимать, что есть не только моя работа, а что Бог, Он постоянно работает. И что, может быть, Ему требуется время для того, чтобы изменить человека. И мне нужно просто подождать, пока Бог, Он совершает свою работу. Аминь. Мы должны осознавать, что Бог, Он хочет, чтобы каждый человек, Он изменился. Он хочет изменить каждого. И также нужно осознавать то, что часто ту работу, которую Бог делает в жизни человека, сторонний человек, он часто не видит ее. Это личные переживания там у этого человека. Иногда что-то видно, иногда нет. Я бы хотел закончить такой вот историей. Она случилась в одной церкви, не у нас и не в России. Это было за границей. И, история трогательная, поучительная. И ее рассказывал один мужчина. Он говорил, что небольшой город, такой, в принципе, все как бы более-менее друг друга знают. И была церковь, такая хорошая церковь. И отец его, он вырос в этом городе, в смысле, вот этот мужчина, и потом вот уехал, но отец, он оставался там. И отец, он посещал эту церковь, был членом этой церкви, и потом в какой-то период, что-то произошло, кто-то его обидел, он затаил как бы вот такую вот обиду, и он ушел из церкви и больше не ходил. И так как город небольшой, все как бы все равно друг друга знают, как бы и по работе встречаются, люди постоянно, как-то сталкивались с ним и звали его обратно. Часто приходили к нему домой также и говорили, что, пытались его позвать в церковь. И у него всегда была одна отговорка, как вот этот, мужчина, он вспоминает. Мой отец всегда говорил, что все, что им нужно, это мои руки и мой кошелек. Так как в церкви нужно было постоянно работать, что-то делать. И, проходил год за годом. И как бы позиция отца, она вообще никак не менялась. Когда люди приходили к нему, то есть там проповедники разные приезжали, часто к нему там домой приходили, если в гости там пытались его позвать как бы обратно. И у него всегда было, когда там, они уходили, он говорил: я знаю, все, что им надо, это мои руки и мой кошелек. То есть, чтобы я что-то делал, чтобы я давал в церкви. И он постоянно так говорил, за исключением одного раза. Было одно исключение, это исключение наступило много-много лет спустя. Этот мужчина, он уже, он жил совершенно в другом городе, в другом регионе.
И отец, он заболел раком. И, ну, то есть уже там все как бы болезненно прогрессировало очень быстро. То есть его положили в больницу, он там на химии лежал. И сын, когда к нему приехал, он говорит, я, говорит, зашел, когда я, ну, поверить не мог, что стало, он такой был, ну, очень крупный мужчина. И, говорит, ну, в нем весу, говорит, килограмм 50 было. Ну, все, что от него осталось. Уже такой, как бы, немощный весь лежит, говорит, прямо такой вот, ну, шокировало вот это зрелище его. Но вторая вещь, говорит, которая меня шокировала, это комната в больнице. Она, говорит, вся была заставлена открытками и цветами. И я ходил и смотрел на эти открытки, и я понял, что вот эти все открытки и цветы, и какие-то там фрукты приносили, вот эти знаки внимания какие-то, это все вот люди из этой церкви туда приносили, ну, как бы, это все они делали. И отец, он уже говорить не мог, ну, вот из-за болезни. Он взял бумажку, просто я, говорит, к нему на кровать сел, и он написал, я был неправ. Ну, он говорит, я его спросил, что был неправ? Он такой, по поводу церкви. И вот люди в этой церкви, они любили его, несмотря ни на что, да. И так как они любили его, они все отдали просто в руки Бога. Вот у Бога свое время для того, чтобы измениться человеку. Каким образом? Ну, чтобы его сердце, чтобы оно изменилось. Но из-за того, что вот они сами по себе вот понимали вот эту концепцию, что любите друг друга, да, они исполнили вот эту заповедь. Аминь. Вот. Давайте помолимся. Я закончил. Просто хочется, чтобы за всеми делами, которые есть в церкви, я верю, что, помните, я говорил на прошлом собрании, что мы стоим на пороге перемен каких-то. Я прямо чувствую, что Бог, Он ведет в чем-то, и будет что-то происходить в церкви. И когда происходят перемены, людям свойственно огорчаться. Обязательно что-нибудь будет, что тебя не устроит, что тебе не понравится, тебя кто-нибудь обидит, еще что-то. Но нужно помнить, что фундамент вообще всего, что мы делаем, это любовь друг к другу. И любовь это не просто слово, это глагол, и мы что-то делаем в этом плане. То есть нам нужно не забывать, потому что иначе, если мы там построим супер-мега успешное что-то, какое-то образование, и это будет такое вот формальное, сухое, знаете, ну, есть очень много светских организаций таких, которых объединяют какие-то цели, и они что-то делают, но церковь это не то. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь. Господи, я прошу Тебя о том, чтобы вот сегодняшняя проповедь, слова эти, они были поняты правильно, Господь, и чтобы они принесли какой-то плод здравый. Верю, что это от Тебя. Прошу Тебя, Господи, всякое слово, которое от Тебя, пусть оно действительно принесет плоть, пусть жизнь людей меняется к лучшему. Если я что-то привнес человеческое от Тебя, пусть упадет и умрет. Просто забудут люди об этом. Но всякое слово от Тебя, пусть оно не забывается и не будет тщетным. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. И Слава, мы сыграем что-нибудь еще? Давайте. Зоя ушла. У нас, не знаю, нет, да? Ладно. У нас заболела Настя тоже, да, вот как-то грипп какой-то ходит, вот. Надо молитесь, хорошо? За всех. У меня есть небольшое объявление еще, и мы уже заканчиваем, мы уходим. Объявление заключается в том, что в церкви мы начинаем служение на якутском языке. И вот сегодняшний день, вот сегодня можно вот Анатолия попросить, вы все знаете семейную пару, вот Светлана, Анатолий Васильевы. И вот они будут начинать это, да, и вот сегодня у нас будет собрание. Мы посмотрим, как это будет в дальнейшем, да.
каким образом и куда это выльется. Я прошу вас также о том, молитесь просто, чтобы было понимание четкое. И нам нужна поддержка. Но я, знаете, хотел бы просто сказать, что я не знаю, как Бог поведет и каким образом это будет в дальнейшем. На данный момент, да, у нас есть основное собрание, вот оно, в воскресенье в 11 часов. Ничего не меняется. И пока на якутском языке, пока 2 раза в месяц, да, планируем. Планируем пока так, 2 раза в месяц, то есть через неделю. Это будет, и это будет в 2 часа также в воскресенье, пока мы планируем. Хорошо? Если, да, можете сказать кому-то об этом служении, что вот оно будет на якутском. Мы будем это развивать, будем стараться поддерживать, посмотрим, как оно будет. Но еще раз, пока у нас основное собрание, это все равно воскресенье в 11 часов. Хорошо? То есть, если стоит выбор между либо-либо, я думаю, что пока хорошо быть все равно всем в одном собрании. Хорошо? В 11. Дальше мы посмотрим, как оно будет и как Господь Он поведет и что оно. Но любое начинание, я просто верю, что нам нужно и поднимать и служителей на якутском языке, потому что если ехать куда-то в районы, у нас есть районы русскоговорящие, так скажем, больше города промышленные, да, но если поехать куда-то в улусы, в деревни, как правило, это везде якутский язык, и, вы сами понимаете, или я туда приеду, или, например, туда Анатолий приедет, или еще кто-то, да, какое будет отношение? Кого будут принимать лучше? Кого будут принимать как своего, так скажем, да? Поэтому добро пожаловать, если кто-то сегодня в 2 часа, хорошо? И также дальше мы посмотрим, мы будем делать объявление об этом также и помолимся, будем поднимать. Хорошо? Все, на сегодня у нас собрание закончено. С миром Божьим по домам. Господь пусть благословит вас. Хорошего солнечного вам настроения. Тепла. До свидания. Все, до встречи.